Один из обрядов у гагаузов, который совершается накануне Рождества – коледование. К этому празднику люди готовятся заранее. Рано утром прихожане ходят в церковь. После службы все торопятся домой, ведь совсем скоро начнут поздравлять колядующие. Приходят они нам колядовать, да. Колядуют они там. Нам интересно и приятно, когда они заходят к нам. Перед Рождеством ходили колода. Да, пели, друг друга поздравляли. По традиции, в течение рождественского поста юноши собираются в пустующем доме, и там всеми уважаемый мужчина обучает их колядкам. А молодые девушки в это время готовят своим возлюбленным рождественские бумажные букетики цветков. И обучают их этому женщины постарше. Для своего любимого, который мне понравился, которому я хочу как-то уделить внимание. А мы учим молодых, как делать цветки, чтобы в дальнейшем они тоже так делали, не забывали наши старинные обычаи. Всегда шло наши обычаи вперед. Я вот этот цветок хотела бы ему дать, чтобы он был счастливым, красивым и умным. Прежде чем начать колядование, молодые ребята в назначенное время собираются в примарии для того, чтобы выбрать царя и определить участок, где они будут колядовать. Затем они вместе с группой приходят в церковь, получают благословение у батюшки и только после этого начинают ходить по домам. Это у нас уже традиция с предков у нас передалась. Примария здесь выступает как орган, который распределяет село по частям. Как бы у нас село делится на 4 части, и в селе может быть только 4 царя, которые мы отделяем участки, которые конкретно они должны пройти, в каждый обязательно дом зайти и хозяев обрадовать своим присутствием. Голову царя обязательно украшают цветочным обручем в виде короны, для того, чтобы царь отличался от всех остальных. Другие колядующие одеваются просто в праздничную одежду. Это корона, где присутствуют все цвета радуги и все богатство нашей земли, чтобы урожайный был год, чтобы счастливый был. С обеда и до позднего вечера колядуют дети. Для них хозяева готовят рождественские бублики, которые они нанизывают на специальную палку или веревочку. Удачи в жизни, счастья, чтобы были всегда здоровы и не болели. Радуемся, потому что это не забывается, это старые обычаи. Взрослая группа во главе с царем колядует с наступлением темноты и до самого утра. Главный в группе – царь, поэтому на него ложится вся ответственность и за поздравление, и за порядок в эту рождественскую ночь. Мы отвечаем за чтобы не было нарушений. По желанию хозяев некоторые просят станцевать для них. Ну, естественно, желание хозяина мы стараемся исполнить. В рождественскую ночь хозяева спать не ложатся. Они до самого утра встречают колядующих, прислушиваясь у окна к колядкам и радуясь каждому новому приходу молодых ребят. Ну и, конечно же, одаривая их калачами и деньгами.